Am adus aici în fața dumneavoastră materialele, o parte din ele, Я принес представить вам материалы, и одну партию из них, pe care le editez în România, cu mărturii de preoți. те, которые я стараюсь печатать в Румынии. Este mărturia preotului Iosif Trifa din Transilvania, Это свидетельство брата Иосифа Трифа из Трансильвании, care în anul 1923 который в 1923 году a început în cadrul Bisericii Ortodoxe Române o mișcare de reformă. который начал нести служение в православных церквях, именно служение покаяния, спасения, реформирования церквей. În perioada aceea, în perioada interbelică, В то время 300.000 de ortodoxi s-au înscris în această mișcare, 300.000 de ortodoxi, 300 тысяч православных отцов записались в это служение, numită Oastea Domnului. которые назывались Oastea Domnului. Воины Христа. Воины Христа. Воина Христа, ну не знаю, да, наверное, так и называется. Alături de Iosif Trifa, Рядом с братом Иосифом, tot în acea perioadă a anilor 1920-1930, в то же время 1920 s-a înființat în România de către preoți convertiți, de către preoți pocăiți, да, создалась в Румынии между отцами или священнослужителей православных церквей Biserica Evanghelică Română, Евангельская церковь в Румынии, singura născută pe teritoriul țării noastre, единственная, которая была возрождена на территории нашей церкви. o biserică evanghelică Это была Евангельская церковь, formată de către preoți convertiți. которая была формирована из отцов православных церквей. Preotul Dumitru Cornilescu, Teodor Popescu, Это были православные отцы Cornilescu, да, Дмитрий Корнилесcu и Teodor Popescu și Теодор alți Попесcu, preoți. и другие отцы православных церквей. O altă revistă prezintă mărturia unui preot romano-catolic, Это другой журнал, который представляет другого священнослужителя православной церкви, романо-католической церкви, Alberto Romero Rivera, care a făcut parte din mișcarea iezuită, который был членом этого движения. și arată cum și astăzi Biserica Romano-Catolică se luptă împotriva tuturor grupărilor reformatoare biblice. И сегодня католические церкви, которые борются с теми реформированными церквями, которые есть на их территории. Acest preot s-a întors la Dumnezeu, Это единственный, который постарался принять Христа как личного Спасителя. dar a fost omorât din ordinul romano-catolic. Но в конце его убили именно романо-католические служители. Aici este mărturia lui. Это свидетельство его. Un alt material despre închinarea la Maria, Это журнал, который говорит о том, как люди поклоняются Святой Марии. arătând că această închinare își are originele în Babilonul antic. И здесь говорится о том, что это поклонение как вавилонское такое. Închinarea la Semiramida și fiul ei Tamuz. Да. Поклонение. Mărturia preotului John Wycliffe И здесь свидетельство служителя din Anglia, из Англии, profesor la Oxford, который есть профессором в Оксфорде, care a angajat o seamă de preoți săraci, который принял к себе на служение небольшое количество или членов бедных священнослужителей отцов, să predice Evanghelia în târgurile Angliei, чтобы ходили по базарам и там, где что-то продается, чтобы нести благую весть людям. și în urma acestei predicări, Anglia, începând cu anul 1300, are parte de o reformă spirituală. Именно благодаря этим отцам, которые в православной церкви ходили и несли благую весть, Англия стала реформироваться и подниматься именно со стороны религиозной стороны. În cadrul aceleiași reviste, a meditat mărturia unui preot pe nume Angelo Iandolo, Здесь также вы найдете свидетельство одного из служителей, Angelo Iandolo, pe care anul trecut l-am botezat la Roma, în Italia. который в прошлом году я был в Романе и дал ему
крещение. Împreună cu colegii din asociația noastră, И вместе с коллегами с нашей ассоциации am mers la Roma были в Романе. și acest preot a cerut botezul И la maturitate. священнослужитель, отец подошел, попросил, чтобы его крещение дали. L-am botezat И мы ему dали крещение. și acum este slujitorul Domnului Isus Hristos. И сегодня он служитель Иисуса Христа. Aici este revistă cu mărturia mea, fiind îmbrăcat în veșminte de preot, când eram preot. Здесь находится мое личное свидетельство. Я именно одет в этой одежде. Aici, pe versul, este soția mea. Здесь сзади находится фотография моей жены. Împreună avem 5 copii У нас 5 детей. și îl slujim pe Domnul Isus Hristos. И мы несем благую весть и служим Иисусу Христу. O altă revistă îi înfățișează pe preoții reformatori din Europa. Этот журнал представляет отцов православных церквей, которые реформировали из Европы. Primul este Jan Hus, Первый находится Ян Хус, care a murit pe rug который был на костре сожжен, pentru că l-a predicat pe Domnul Isus потому Hristos. что он нес благую весть и говорил именно о Христе. Apoi a meditat mărturia și viața patriarhului Kiril Lucaris, Потом говорил о жизни патриарха Кирилла, care a fost omorât la Constantinopol который был убит в Константинополе din ordinul iezuiților. по приказу иезуитов. Acesta l-a mărturisit pe Domnul Isus ca singurul cap al bisericii, Это был священник, который свидетельствовал о Христе как единственный, кто мог быть главой церкви, ca singurul mare preot который как самый высший из всех священников это есть Иисус Христос. și mântuirea prin credința în jertfa Lui. И spасение идет только через жертву Иисуса Христа. Pentru aceasta a fost omorât. И за это он был убит. Preotul John Wesley, И это священнослужитель Джон Wesley din Anglia, preot anglican, он был из англиканской церкви, care la anii 1700 a produs o mișcare de reformă bazată pe Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu. 1700. В 1700 году он первый, который принес движение в церкви в Англии. O mărturie a preotului Savonarola, Girolamo Savonarola din Italia, Там же вы найдете свидетельство служителя из Италии, care l-a predicat pe Domnul Isus Hristos который проповедовал Иисуса Христа. și din ordinul papei a fost spânzurat, ars pe rug, în piața din Florența. Да, по повелению папы был через повешение, потом был сожжен прямо в церкви там в Романе. Mărturia preotului John Smith, И это есть свидетельство священнослужителя Джона Смита, John Smith din Anglia, care a înființat cultul baptist. который создал баптистское движение. Apoi mărturia preotului Menon Simon, И в конце там находится священнослужитель, care a înființat mișcarea menonită, который принес движение менонитов. Baltazar Hubmaier și alți preoți И convertiți. другие служителя, священнослужители. Acesta este ziarul pe care îl editez, numit Reforma Spirituală. Это из газеты, которые мы исследуем и производим. În ziarul acesta sunt descrise multe adevăruri, Здесь написан, газета называется «Реформа духовная», и здесь очень много написано о духовном росте. încercând să-i scoatem pe oameni de la tradiții și obiceiuri și să-i aducem la Scriptură. И хотим через эту газету привести, вытащить людей из традиций, из всего, чтобы привести на истинный путь, наставить. Vara aceasta am fost în 2 turnee misionare în România. Этим летом я был в 2 миссионерских движениях или труде. Și am predicat Evanghelia Domnului Isus Hristos Я проповедовал Евангелие Иисуса Христа. în satele unde nu este nici o biserică evanghelică. В тех селах, где вообще никто не слышал, и нет даже маленькой церкви Am mers евангельской. din casă în casă, Мы din poartă în ходили, poartă. в каждую дверь стучали, в каждые ворота Am stat de стучали. vorbă cu oamenii pe care i-am găsit în poartă Люди, которые находились у ворот, я пытался с ними поговорить, объяснить им, și unde n-am găsit pe nimeni acasă, am lăsat aceste ziare și reviste în cutia poștală. И те люди, которые не были дома или не отвечали, мы им в почтовый ящик оставляли газетку и журнал. Mărturii, în afară de reviste sau ziare, pe DVD-uri, И
Еще есть свидетельства, кроме журналов и газет, есть и на DVD. Toate traduse în limba română. Все переведенные на румынский язык. Mărturia preotului Martin Luther, Есть свидетельства священнослужителя Мартина Лютера, John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola, Baltazar Hubmaier, Iosif Trifa, Dumitru Cornilescu, Teodor Popescu, a mea și a altor preoți convertiți din Biserica Romano-Catolică. всех, которых брат перечислил, и его личные свидетельства, и очень многих еще других священнослужителей. Acum aș vrea să urmăriți câteva fragmente dintr-un film Сейчас я бы хотела попросить вас, чтобы вы посмотрели некоторые отрывки из какого-то фильма. și veți vedea procesul lui Jan Hus, preotul Jan Hus, И вы увидите тот процесс, который... și arderea lui pe rug, cum a fost ars pe rug pentru credință. Как он был сожжен на костре из-за слова, из веры. Da, aș vrea să stingeți puțin câteva becuri, să se Если vadă можно, mai bine. выключите чуть-чуть свет, кое-какие лампочки, чтобы было лучше.